Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что либо кто идет в вашу жизнь, а вы и не ждете, и даже об этом не думаете. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим, кто либо что уже идет в вашу жизнь. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную и нужную информацию. Пусть высшие силы ходят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас у нас скрыто, это очень важно решить и узнать. Ничего себе! Вот это поворот! Смотрите, какая у нас тут парочка. Девушка в шоке. А мужчина как будто бы откуда-то сверху спускается. Вот он, видите, и он такой вас за плечо трогает, говорит: любимая, родная, вот он я. Ох, девчонки, кого-то ждет такое знакомство, такое потрясение, тут искры из глаз. Но кого-то действительно встреча, мужчина готовит для вас сюрприз. Причем не просто сюрприз, здесь триумфальный выход. Выйдет тут красавчик вам навстречу. Вы аж ахнете. Смотрите, вы все разные. Да? Все разные, у каждого свои обстоятельства. У одних из вас отыграется, что мужчина вам накануне сказал, что вот я занят, я уехал, либо вернусь не скоро, да, и готовит вам сюрприз. А у других отыграется вот такой красавчик, не поймет, куда возьмется, и начнет вам всячески уделять внимание, начнет за вами очень красиво и ярко ухаживать. Мужчина красивый, потрясающе красивый, и видный, и статный, и лицо как картиночка, и манеры прям такие удивительные. Там джентльмены в сторонке стоят и скромно курят. Шикарный мужчина со своим вниманием в вашу сторону. Но у вас почему-то искра из глаз. Шок, наверное, удивление, либо, может быть, мечта ваша сбудется, да? Вот встретите действительно и красивого, и умного, и достойного, и он за вами ухаживать начнет. А у других отыграется, что да, любимый, вот такой вам сюрпризик сделает, вот просто как будто бы из-под земли, да, появится. Красота, чудеса, и вижу, что вы очень счастливая. Счастливая, довольная. И вот звездочки, искры вокруг вас летают. И еще идет в вашу жизнь очень мудрый и добрый человек. По образу похожий на мущину. Но этот человек идет с каким-то заданием, либо с каким-то одним действием. Да? Может быть, там высшие силы дали задание, там, миссию, да, возложили. Какое-то одно действие, какое-то, может быть, слово вам скажет, либо на что-то обратит ваше внимание, как глаза вам, может быть, откроет, уши распечатает. Одно действие, один поступок, одна миссия. Человек зайдет в вашу жизнь и сразу же как и исчезнет, да, сделает свое дело и исчезнет. Но этого человека вы будете вспоминать до конца своих дней. И детям, и внукам, и правнукам, и праправнукам всем про этого мужчину будете рассказывать. Не знаю, то ли спасет, то ли выручит, то ли вовремя вам какую-то весточку передаст, да, откроет на что-то глаза. Опять же, вы все разные. Да? Вы благодаря этому мужчине вы какой-то беды избежать можете, либо какой-то очень серьезной неприятности, либо избавиться даже, может быть, от каких-то бед, напастей. Да, человек как посланник небес, как, знаете, ангел, который воплотился в мужчину. Одно слово, одно действие, один поступок.
и человек исчезает, вот как будто бы и не было. Но этого человека никогда не забудете, и всю жизнь будете ему благодарны, с благодарностью будете вспоминать. Да, здесь какая-то пасть раскрылась, и еще как чувствуется опасность. Опасность, либо даже какое-то, знаете, что-то неприятное, страшное. А этот человек это закрывает, он пасть эту закрывает. Но вижу, тут слова какие-то будут вам сказаны, как предупреждение слова. Поможет, очень здорово вам поможет. Никогда не забудете, всегда с благодарностью вспоминать будете. Случайный человек, ну вот такое влияние, да, влияние на жизнь, на судьбу, на ваше будущее. От плохого избавит. Дальше, мои хорошие, 8 слева, на ней мужчина. За 8 большой молот. Если вы мужчина, смотрите мою отсыпочку, то совсем скоро вы найдете свою работу, свое место найдете. Это может быть как работа на кого-то, так и, например, ну, что-то свое, да, фриланс, либо собственный бизнес. И прям вы на этой 8 сверху сидите, прям оседлаете эту 8. Очень классный знак — найти свое. То, что вам идеально подойдет, в том, что вы максимально раскроетесь и максимального успеха добьетесь. Работа прям сама под ноги кидается. Если вы женщина, смотрите мою отсыпку, то ваш мужчина найдет очень классную работу. Либо вам подкинут какую-то работу, где вы сможете не только заработать, но и еще подружиться, познакомиться, подружиться с очень классным, достойным мужчиной. Вот. Хороший на самом деле знак, хороший. Но 8 слева подкралась. То есть это все-таки будет сюрприз, это все-таки будет неожиданностью. И еще, если вы хотели где-то в конкретном месте работать, вы туда там обращались, резюме свое отправляли, и ни ответа, ни привета, либо отказ получили. Вот, скорее всего, оттуда вас и позовут. Представляете, какое ваше удивление? Вы хотели, вы очень много всего предпринимали, чтобы туда попасть, вас игнорили, вообще во внимание не брали. И тут такая ситуация, вас из этого места прям сами зовут, приглашают. Ну, вам точно понравится. Работа будет долгую, работа будет приятная. Ну, вам точно подойдет и точно понравится. Ну, а мужчина вообще красавчик. Мужчины, аплодирую стоя. Вы молодцы. Это ж надо так 8 оседлать. Так, обратите внимание, такая огромная птица летит к вам и на крыле несет звезду. Звезда 4-конечная. Но это либо какой-то положительный ответ, который исполняет ваше желание, вашу мечту, ну, либо, может быть, желанный человек выйдет на связь, отзовется, и ваше желание, ваша мечта исполнится. Но будет очень приятно. Опять же, почему-то идет, что вы уже не ждете, либо, в принципе, как-то разочаровались в этой ситуации. И тут на тебе. И птица гигантская, значит, много будет написано, либо серьезная переписка состоится. И звезда, ну, исполнение, да, наконец-таки исполняется то, чего вы хотели, то, во что вы верили, чего желали. Дальше, мои хорошие. Так, здесь у кого-то из вас отдых прорисовался. Причем отдых, когда вы там максимально расслабляетесь, максимально там от напряжения отключаетесь, и приходите просто вот в себя приходите, да, восстанавливаете свои силы. У вас энергетика прибавляется. Прям такая, знаете, нега и блаженство. Отдых, нега и блаженство. Может быть, вы куда-то на отдых попадете. Может быть, так вот случайно получится, и выпадет вам там пару деньков возможность очень комфортно и очень замечательно отдохнуть. Прям отдых летит. Как же вам понравится. Вам очень-очень понравится. И отдых пойдет вам на пользу. Вы как будто бы возродитесь. Вы и лучше будете выглядеть. И настроение у вас будет прекрасное. И опять же силы. Силы прибывают. Да? Много сил. Такой заряд получите очень классный. У кого-то отдых в течение нескольких дней, а у других, возможно, даже в течение нескольких недель. Но здесь вам как-то везет, просто вот везение чувствуется. Не просто так, не на ровном месте, а именно везение идет.
вам повезет, и вы очень классно отдохнете. Какой бы ни был продолжительности отдых, но прям этого достаточно будет, да, для того, чтобы восстановиться и избавиться от всего того негатива, который вы сейчас в себе носите. Усталость, там, переживания, стрессы, да, вот разного качества и вида негатив. Так, и еще. Вижу, что какой-то человек на вас внимание обратит. Кто-то вам вовсе не знакомый, но либо человек, который с вами как будто бы, ну, в параллельных жизнях живет. Очень похоже на какого-то чиновника, либо руководителя высшего звена, какой-нибудь там крутой топ-менеджер, либо там управленец высшего ранга. Вот какой-то такой человек обратит внимание не на вашу внешность, не на ваш там пол, а именно обратит внимание на ваши знания, на ваши умения, на ваши таланты и, возможно, даже какой-то ваш прошлый опыт, либо образование, которое вы когда-то получили. То есть заинтересуется вами этот человек, к вам то ли от этого человека люди придут, то ли вас попросят какие-то, может быть, там документы предоставить, либо там о себе рассказать, написать. В общем, ничего не бойтесь, ничего плохого не будет, это все с правой стороны. Мне почему-то кажется, что этот крутой человек вам что-то будет предлагать. Не сейчас, не в загаданный вами срок, чуть-чуть попозже, там, может быть, пару недель, месяц попозже. Да, здесь все как-то медленно будет происходить, но тем не менее будет происходить. Вот это самое главное. Человек вами заинтересовался, возможно, еще будут какие-то другие кандидаты, претенденты, но у вас крутые шансы. Как-то вот вы особо понравитесь, да, либо особый интерес к вам будет. Вот, так что не бойтесь, если попросят документы, если попросят там резюме, если автобиографию попросят, пожалуйста, предоставляйте. И смотрите, не скромничайте. Ваша скромность в данном случае может вам очень сильно навредить. Поверьте, такие шансы крайне редко в жизни выпадают. И крайне редко птицы столь высокого полета на нас, простых смертных, внимание обращают. А здесь прям, да, все сойдется. Звезды станут в один ряд. Так, левая сторона. Что к вам идет, кто к вам идет? Информатор, можно так сказать. Человек, который знает все про всех. Человек, который, как этот колодец знаний, да, можно из него бесконечно черпать. Женщина. Кстати, женщина очень миловидная, симпатичная, располагает к себе. Глаза у нее добрые. Но болтушка страшная. И, кстати, память у нее очень хорошая. Это ее сильная черта. Вижу, что вы с этой женщиной как-то вот случайно столкнетесь, ну, либо случайно встретитесь и проведете, прям, знаете, как будто бы во временную петлю попали, да, вот несколько часов подряд будете ее слушать, она будет без умолку болтать, но она вас настолько просветит по поводу всех и вся. Вы с ней расстанетесь, будет такое ощущение, что вы там все собрание энциклопедии прочитали. Да, прям такая, знаете, случайная, но очень важная встреча. Да? И вы очень сильно расширите свой кругозор. Причем во всех смыслах этого слова. Да, все вам расскажет, про всех все расскажет, все знать будете. Ну вот так удачненько вы пообщаетесь. Так, еще волк. Волк, который хочет напасть. Волк, но его, знаете, что интересует? Как ни странно, интимная близость этого волка интересует. Ну, смотрите, вы все разные. У одних отыграется, что человек в воздержании долго находился, а у других отыграется, что у человека именно к вам такой вот прям жгучий интерес. Приставания, причем приставания могут быть как и мужчина к женщине, так и женщины к мужчине. Поэтому, мужчины, вы тоже в зоне риска, не время расслабляться.
Вот, человек, который, ну, прям готов будет на все пойти, даже в какой-то степени приступить закон. Поэтому от греха подальше, особенно вот женщины, вам нужно что-то, девочки, придумать. Может, как перцовый баллончик приобрести. Если есть, то носите с собой. Может быть, если нет такой возможности, либо в вашей стране запрещено это, вы можете какой-нибудь там дезодорант, спрей с собой носить, какой-нибудь там термоядерней, либо чтобы в составе там были какие-то вещества, которые вызывают там жжение, если на слизистую попадают. Может, лак для волос с собой носите, небольшой какой-нибудь флакончик. Свисток обязательно носите, потому что свисток в случае чего очень сильно привлекает внимание. Вот. Ну и, соответственно, нападавшего может вспугнуть. Вот. И будьте бдительны, не оставайтесь с малознакомыми, либо с людьми, которым вы не до конца доверяете, в одном закрытом помещении. Будь то лифт, будь то какой-нибудь кабинет, будь то подъезд, будь то, не знаю, автомобиль. Вот. Прям может и кинуться на вас этот человек. И еще раз повторюсь, мужчина, вы тоже в зоне риска. Женщина может на вас кинуться. Вот, как-то так. Предупреждают. Здесь больше как предупреждают. И нужно уметь, либо суметь дать отпор. Да? Человек прям очень вас желает. И будет готов на все. Даже приступить закон. Я, конечно, это закрою, но тем не менее я вас предупредила. Дальше, мои милые. Мужчина маленький зонтик раскрывает над своей головой. При этом женщина обиделась и отвернулась. Мужчина, которому вы верили, которому вы доверились, на которого вы рассчитывали, поступит очень эгоистично. Зонтик раскроет только над своей головой. Да. Да, эгоист. Эгоист, и поверьте, ему за это прилетит. За такой эгоизм, за такой скотский, свинский поступок. А вы, мои хорошие девушки, женщины, делайте правильные выводы, но себя ни в чем не вините. Да, вам не повезло. Да, вы вовремя не рассмотрели, что этот мужчина эгоист. Но это жизнь, и это тоже опыт. Там были звоночки, здесь четко это показано. Вы эти звоночки игнорировали. Возможно, вас кто-то предупреждал о том, что мужчина эгоист, и вы такая: это он с вами эгоист, а со мной таким не будет. Нет, девчоночки, видите, как придется все увидеть, ощутить, испытать. Правильные выводы сделаете. И, пожалуйста, себя ни в чем не вините. Ну, вот так вот он поступит. Свою, значит, жопку он защитит, а вы вот сама выкручивайся. Мужчина может быть как и ваш муж, либо парень, так и человек, ну, как доверенное лицо. Вы ему доверяли. Да, может, даже брат так себя поведет. И вы такая: ну, ничего себе. Да, такой немножко неприятный момент. Так, чуть выше. Показываю человека, у которого язык подвешен. Да, вот язык — это как инструмент для этого человека. Человек, который может любого уговорить на то, что для него хорошо, на то, что для него выгодно. Может быть, это какой-то продавец, да, вот человек что-то продает. Может быть, это какой-то аферист, да, который аферы проворачивает. Но здесь даже мертвого уговорит. Человек произведет на вас незабываемое впечатление. Вот именно этот талант говорить, убеждать вас восхитит. Вы, конечно же, все поймете, вы все прочувствуете, что это афера, либо что этот человек пытается вам там что-то всучить ненужное, никчемное. Но вас именно восхитит, как этот человек себя подает, как этот человек дела делает. Прям понравится. И даже какие-то у вас желания возникнут. Ну, например, посетить курсы, я не знаю, может быть, дикторов, либо какие-нибудь психологические курсы, там, курсы личностного роста. Вы скажете: какой молодец, да? Либо какая умничка, как язык подвешен, я тоже так хочу. Да? Либо мне по роду профессии, деятельности это очень пригодится. Да, даже вас на что-то подтолкнет. Я не вижу, чтобы от этого человека пострадали.
я вижу ваше восхищение, потому что вы таких матерых продавцов либо аферистов еще не встречали. Но прям восхитит именно вот речь этого человека, правильно поставлена. Вот этот, знаете, как алгоритм действий, как он там крутит, вертит, да, подводит к нужному ему там варианту, либо действию. Прям будете восхищаться, долго будете этого человека вспоминать и думать, какой молодец, какая умничка. И да, будете искать себе какие-то курсы, ну, либо какие-то программки просматривать, может быть, даже самообучение какое-то себе подыскивать, именно вот связано с разговором, с подачей информации, с передачей информации, ну и умением себя подать, да. Прям вроде как и аферист, но с другой стороны, видите, хороший такой толчок вам даст. Дальше, мои милые, ближе к венцу показывают события, от которого сердце счастьем наполнится. Событие это произойдет, либо застанет вас в вашем доме. Вот именно в домашней обстановке это с вами случится. Более конкретно я не могу сказать. Но в венце это то, что дают высшие силы. Это то, что вот прям по судьбе должно случиться, и оно произойдет. Сердце радостью наполнится. Ну вот счастье, да, это состояние счастьем называется. Будет очень приятно, и вы действительно прям поймете, что жизнь-то ведь прекрасна, и жизнь, и судьба умеют и порадовать, и удивить. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.